Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Амбициозные планы на будущее. Грозный планирует сделать самым красивым и привлекательным городом страны. Боевой дух и подготовка на высоком уровне. Глава Чеченской Республики посетил построение недавно сформированных полков и батальонов. В Чеченской Республике приняли первые группы беженцев из Палестины. По поручению Рамзана Хаджи Кадырова для них созданы все необходимые условия. Спасибо, что сделали для наших детей, что они забили, что у нас было на войне. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Сирия саак дахайтарц, Хункармах саак дахайтарц, Африка саак дахайтарц. Маснею уж эзер меткиш. Вези сила уж дал дикис биекамбол. Мехда халха валла идакка белхшдина. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Глава республики передал региональному УГИБДД партию новых служебных автомобилей. 33 единицы закуплены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Еще 2 автомобиля приобрел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Руководитель региона отметил вклад сотрудников УГИБДД в безопасность на чеченских дорогах. Информация получать есть, информация реализовать есть, чьи агентурам дон, подозрительные мужчин дон, сразу дон, да дон, тявел, хаджу есть дон, да я говорю, да адзиз, мы просто так дон. Туда я шварт дон бабу, шварт бабу, шварт дон, это будет дон, да дон, это мы есть был дон, да дон, выхал дон, общий дизадиш, общий дашадиш, общий птитакиш, общий дон. Ларам лирам беш дона, да и сила шли до дона, да бет машине дона. Рамзан Хаджи Кадыров прогулялся по центральному бульвару имени Махмуда Исымбаева в Грозном. Жители и гости столицы не упустили возможности сфотографироваться с главой региона. Люди благодарили его за работу на благо общества. Все чисто, красиво. И все благодаря вам. Мне очень приятно было. Также глава региона зашел в одну из местных кофеен. Он отметил национальный стиль заведения и похвалил за то, что не забывают свои даты и героев. Осман, как раз хата, что национальный герой, вы Осман. Глава Чеченской Республики вместе с мэром Грозного посетил несколько строительных площадок в центральной части города. Там полным ходом идет реализация крупного проекта, в рамках которого возведут около 130 высотных домов. Рядом расположится вся необходимая инфраструктура. На данном этапе выполняются земляные работы. Также Рамзан Хаджи Кадыров побывал и на месте будущего здания правительства. Подробности инспекции далее в сюжете. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с мэром Грозного проводит очередную инспекцию. Они посетили строительные площадки. Была поставлена цель сделать столицу Чеченской Республики самым привлекательным и развитым городом юга России. К достижению намеченных планов регион идет стремительно и уверенно, отмечает лидер субъекта. Хасмагомед Кадыров представил подробный отчет о проводимой работе. Первый, второй ряд. Третий ряд уже был штаб. Первый ряд около 35%, 38%. Еще продажи, домашние продажи около 38% продажи. Активными темпами идет реализация крупнейшего проекта. Будет построено около 130 высотных домов. Рядом расположится школа, мечеть, детский сад, пешеходный бульвар и благоустроенные зоны для отдыха. Школа, детский сад, условия. Keldon till mikrofonen rukades masana don. Ama kölde más herdő don, don. Srednji herdő, masu képet fősé don. Uda min ġizni jox, don sinni ġizni ħagġin don.
Глава региона проинспектировал и строительство нового здания правительства. Здесь будет 3 корпуса, а внешний вид представлен в войнахском стиле. В завершении инспекции глава региона поблагодарил всех задействованных в реализации проектов. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем Грозный станет красивейшим городом страны. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава республики посетил построение личного состава 2 новых полков и батальонов. Это бойцы полков Ахмат Россия и Ахмат Чечня, а также батальона имени шейха Мансура и батальона оперативного назначения имени Басянгура Биноевского. Рамзан Хаджи Кадыров высоко оценил боевую подготовку военнослужащих и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения специальной военной операции. Также глава региона подчеркнул, что бойцам будет оказана любая необходимая помощь и поддержка. Nog job back at the stoel dona, dunian job dona, but one doc that last dish do history haish dona, aka dona la do ugi bucket emska, ugi dona, halt emska dona, da loch mit mulchalaj, halabul mulchalaj, nog jilla, da dona, qima tsaji hadith dona, halat do chana, iparat dash dona, nog jilla ya dan ya wees was dona, da de alwele dona amad dona, da dona, mulch met da oben din ursmet det måste vara tjäna ort och elchen då där vill skulle nog se då där är bara där är man då istället det då i borde då besätten typsin baseball då bättre då bara baseball då rutschkits Kamil skulle där kaoshi då de lush all skulle då milcho av då då bara isar då och åskat. В своем выступлении глава республики отметил важность противодействия нацистской и натовской агрессии, а также влиянию западной идеологии. Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул, что 3000 бойцов из новых подразделений Министерства обороны страны и Росгвардии уже готовы отправиться в зону специальной военной операции. Ukrajnától hordina продвижение яшбу, hordina результатшу, hordina dik показательшу, hitsalsdon, mazitvatadona. За наступление бошдона, далее-то инсдон, военная часть наступления бошбу, да там дон, оптимизация дешдона, документ хаяха дон, хайошу дон, войдамол атулам бакарбу, дамол ашу дона, дахар ирсихерду, войчане дона, дамол дона, берта, захаз дон, сигайл бьюхом шаллакин дон, издая дона, и мох барс бакар, кида дон, дадис, кида дон. Кичи доштон, да млад, дел дон, турман беркаш, дема карош ке то водон, да лето бой масери дон. Ахмат! Такбир! Да, вот уэль дон масери. В Урус-Мартане открыли центральную улицу после реконструкции. Торжественную церемонию посетил глава региона. Строители благоустроили пешеходную зону, установили декоративные навесы и детскую игровую площадку. На средства регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и парковок. Подробнее о торжественной церемонии расскажет Диана Хармуш. Для жителей Урус-Мартана открытие центральной части города стало приятным подарком. Реконструкция здесь проходила на улице имени шейха Сулса Хаджи Яндарова. В торжественной церемонии участвуют общественные деятели республики, сотрудники администрации Урус-Мартановского района, а также местные жители. Почетным гостем стал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Да, войдон делаешь щеди халитвел, вы махардона республика дошто хал шун тончол дик дойшдер актарн дона мосмета дона дикен тхитсм фудон ихитсм дона вы хал дона дал боч де нисдер дон иду дон дал бог дон вы дешал дел вейтин вудон дал молакда дона дал боч де нисдер дона кида вы дона вы атекуш дон Также местных жителей поздравил глава администрации Урус-Мартановского района Шамиль Кусаев. Он поблагодарил Рамзана Хаджи Кадырова за оказанную помощь при реконструкции центра города. 61 километр асфальтирования,
в Урус-Мартанский районе. Аллахи багдалша на 72 миллиона асфальтированы от регионального общественного фонда أدوقادونا فون داق مدو حبرو تشينساني دون هون دير ريزا خول هو مكنين كوغلا والفوند إيمانيسيونا دير ريز خول После разрезания красной ленты гости осмотрели благоустроенную территорию. на газоучастке на 3 полосы. Больше помня, по улице Кадырова расширить на кел асфальт на новый. Авария по завершению конечно так и антоцика. Окей, тишешь обочину. Равенный дом. Схой юка бисам был асфальт 20 километров. Рух шерна мулака кетчен бино. Протяженность центральной улицы составляет более 600 метров. Здесь уже проведена работа по озеленению территории, проложено более 16 тысяч квадратных метров брусчатки. Также по всей территории размещены скамейки, урны, установлены качели и детская игровая площадка. Огромный вклад в благоустройство центральной улицы внес региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, с помощью которого была создана пешеходная аллея с зонтиками, обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и прилегающей территории общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Строительные работы здесь проходили в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В ходе реконструкции улицы имени шейха Солса Хаджи Индарова было отремонтировано уличное освещение, а также установлено более 120 декоративных ламп. Массумат я сагин хум да чарник парк гитсотон берж ардол мет гитсотон да хухалдо иштвай дагэж ве мехда иштвай абуаба хухалдо. Новая пешеходная зона рассчитана для всех возрастных категорий граждан и станет приятным местом для досуга с семьей и друзьями. Диана Хармуш, Имам Юсупов, Аслан Висхаев. Неделя. Глава Чеченской Республики проверил условия содержания скакунов в конно-спортивном комплексе имени Саид-Хусейна Закаева в Грозном. Его сопровождал заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. На месте лидеру субъекта представили жеребца, который принес 26 миллионов рублей призовых на разных скачках. Рамзан Хаджи Кадыров остался доволен увиденным. Он отметил, что республика и дальше будет работать в развитии конно-спортивного направления. Для этого имеются все необходимые условия и грамотные специалисты. В Чеченской Республике приняли беженцев из Палестины. Уже прибыло 2 группы из 167 человек. Их встретили в столичном вокзале и заселили в оздоровительном лагере. Там для комфортного проживания есть все условия, а врачи будут круглосуточно дежурить и оказывать необходимую помощь. Также для них организовали ужин и развлекательную программу. Сюжет Шамила Эрсанбиева. Сотрудники МЧС, врачи, представители власти и духовенства. Палестинских беженцев в Чеченской Республике встречают на высоком уровне. Таково поручение главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. تغن أصدق بهايت وين تيجح بالديل يشون صلى الله عليه وسلم شاغاز وتشوك سن وحون إذا تيجح غدش والشنا دعدشنا الله ديل يشون الديل سامخل. Поезд прибывает на вокзал города Грозного. Приветствуя встречающих, беженцы вступают на чеченскую землю. Всего в группе 51 человек, 27 из них дети. Их встречают подарками. А сотрудники МЧС по Чеченской Республике помогают переносить багаж. Мы сегодня приехали сюда, когда соратники Мухаммед называли мухаджирин и Аль-Мадина называли ансар. А мы сегодня ансаруллах для нас. И мы просим только один вещь. Делите с нами ваши чувства,
и все, больше ничего не надо. Обратился к дорогим гостям Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Он заявил, что пребывание беженцев в республике держит на личном контроле глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Рамзан Ахмадович Кадыров поручил всему правительственному блоку, всем органам исполнительной власти приложить максимальные усилия для того, чтобы организовать ваше пребывание в регионе на самом высоком уровне. Вам здесь будут оказано внимание, забота, будут созданы все условия. Кому нужна, необходима, будет оказана медицинская помощь. Мы постараемся желающих здесь трудоустроить детей, строить образовательные процессы. После этого беженцев отвозят на заселение. Беженцев размещают в оздоровительном лагере «Горный ключ». Здесь для этого все необходимое. 7 корпусов, 50 номеров на 500 человек. На территории комплекса есть бассейн, спорткомплекс, столовая и медпункт. Первым делом для всех проводится медицинское обследование. Врачи Шалинской районной больницы будут дежурить здесь круглосуточно. 27 детей полностью шадол необходимой медицина обследования. В течение 2 часов полностью обследование. Помощь оказать, решал условия, шадол передвижной комплекс, маммограф, флюорограф, переносной ЭКГ-аппарат, также лаборатория, все необходимое. У Зейда с женой 5 маленьких детей. Он вспоминает, с чем приходилось сталкиваться в Газе. По его словам, израильские силы бомбили именно там, где прятались мирные люди. Ой, мы как будто с дома до дома или с школы в школе. Как бомбили тут, мы убежали дальше на юг. Так и так далее. Почти в течение 30 дней. Да, пока русские нас не вызвали и поехали через Египет. Было очень тяжело, очень трудно. По 2-3 дня не пили, не ели. Мы голи почти без одежды, потому что нельзя было что-то взять с собой, не то время. И надо дети было таскать. Поэтому было очень тяжело. Мы как будто чувствовали запах смерти там. Уставших после долгой дороги людей заселяют в комнаты и сразу накрывают обед. Но самая приятная часть их ждет после отдыха. Это ужин и веселый праздник в развлекательном центре Вингивиль. Радости детей нет предела. Спасибо, что сделали для наших детей, что они забили, что у нас было на войне. Это очень приятно, хоть что-то не забили. Мы очень благодарим вас за это. Спасибо, Россия, спасибо, Чеченская Республика, спасибо вашему президенту Рамадан Каримов. Мы очень благодарны. Дай Бог вам здоровья, все. И благополучия, и любви. Руководство Чеченской Республики окажет беженцам всю необходимую помощь, в том числе с трудоустройством и образованием. Непосредственно будем оказывать правовую помощь, подготовке документов, непосредственно взаимодействие. Со своей стороны будем всячески оказывать помощь и непосредственно держать вопрос на контроле. Это только первая группа беженцев. За ними прибывают еще несколько. И всех их Чеченская Республика принимает на высоком уровне. Шамиль Эрсенбиев, Имам Юсупов и Аслан Висхаев. Неделя. Приобретение знаний – обязанность каждого мусульманина. Об этом в своей лекции рассказал известный богослов Адам Шахидов. Проповедь прошла в Чеченском государственном университете имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Студентам рассказали о важности изучения религии, о богословско-правовых школах и заблудших течениях. دق داق حياتسا يق داغر لو حياتسا علما تسيب يا ما
دال جرجع دوش دولو أدمي حل داخر دعني سلوش دات عني كيبر. В своем выступлении помощник главы республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени первого президента региона рассказал об опасном влиянии ваххабизма на молодежь. В ходе лекции учащимся раздали брошюры, рассказывающие о заблуждениях последователей Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба. Богослов призвал студентов не поддаваться влиянию представителей данного течения и изучать исключительно достоверные религиозные источники. مؤمن стак, منافق стак, билгал что zaman что они сделали лахвой. Это начало от периода на منافق стак, лицемер от истинно верующего мؤмина. Да الحق что zaman что они сделали лахвой. ويدي قروي إيمان لردردو. وإذا لا بايمر عليه أساسا بوش يعني نزدلر شيء شو شيء دوزو شيء يشوي شيء نا واستشتا مسو آور أخا ولردل ديشتو خوي. إيمان جولر دبيش زامشون هرا دنيا شو حل شو شول خيدوشونا تان إيمان شو نيسو يلك بما حل خيروش زامن شو نيس دلويا. В Чеченской Республике раздали мясо жертвенных животных. Инициатором выступил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Помощь получили малоимущие, остронуждающиеся, а также семьи бойцов, участвующих в специальной военной операции. Акция прошла в Наурском, Шелковском, Гудурмесском, Грозненском районах. В одном только на Теречном поддержку получили более 200 семей. Елчану алейхиссалату вассалам шейхелхин болчарах хиятан бойлаш сагдаларцани алла شيء تموش بولشناخن در بلوخيل اشساغ دلرتانيال تانا ويدوخش دول ساغش باحن دولشا ويموخ ديلي بيخر عالش ويولش تانا قاستين فلسطينيا ويوجر يجي تان دع دوش دولش حولنا اش ديلي بيخر عالش ويولشا اش دوخش ساغنشدو وزي سيلا ولش دالا يرساغ ويبتشا سنان ايماني دال قوبل ساغ دويل دال ديحي بيركتيويل. Творчество как способ лечения. В Грозном для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали мастер-класс по арт-терапии. Такие занятия, по словам специалистов, положительно влияют на физическое и психологическое состояние маленьких пациентов. Также прошла концертная программа. Такие мероприятия позволяют детям с особенными возможностями здоровья проходить ресоциализацию, адаптацию среди общества, а также благотворно и благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние таких детей, особенно детей. Мастер-класс провели в рамках проекта «Равные возможности». Он реализован за счет средств гранта главы Чеченской Республики. Организатором мероприятия выступил Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Союз женщин России организовал праздник в честь Дня матери. Торжественный концерт состоялся в здании Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Министр Ахмед Дудай выразил слова благодарности и вручил почетные грамоты и подарки виновницам торжества. Для присутствующих организовали насыщенную концертную программу. На сцене выступали известные артисты и детские творческие коллективы. Значение этого праздника огромное. Мы все прекрасно знаем, какую роль отводит наш и глава республики Рамзан Ахматович Кадыров, роли женщины в обществе. Поэтому о роли матери, так это вообще вдвойне. Поэтому мы сегодня проводим мероприятие, чествуем наших женщин. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.